Всем привет, рад всех приветствовать. Давайте по традиции напишем в чате, кто из какого города, какая температура воздуха за бортом. Так, чат я включил. Сейчас я пока вы пишите пока свои города, температуру воздуха за бортом. Я сейчас поставлю запись. Так, запись. Recording in progress. Так, все, запись пошла у меня. Отлично, сейчас я проверю еще, как у нас на YouTube идет. Так, YouTube начался, все нормалек. Так, все, YouTube начался. Так, друзья, повторяю, да, пишите температуру воздуха за бортом, значит, и ваш город. Город и температуру воздуха за бортом, тогда я пойму, что меня слышно, все окей, посмотрим географию и у кого какая температура. Так, все, смотрим. Значит, я смотрю вот в Zoom сейчас, да, в Zoom. У нас трансляция идет одновременно в Zoom и в YouTube. Вот, сейчас я, кстати, сюда сброшу ссылку еще на YouTube вам. Ну, хотя нет, пока у нас Zoom еще все вмещаются, потом, если что, переброшу здесь. Если у нас Zoom будет переполняться, то я переброшу еще здесь, чтобы дополнительно вы своих знакомых, партнеров прислали сюда. Так, итак, смотрим, друзья. Уфа 35, Курган 39. В Кургане, смотрите, в Кургане вообще ужас. Я вот в Батуми нахожусь, у нас в Батуми такая комфортная жара, 24 градуса. Вот, в Кургане это вообще ужасно, как в Дубае, смотрите, 39. Уфа тоже 35, не холодно, ну, нелегко там. Так, в Казани непонятно, Экибастуз 29, Брянск 28, Краснодар 34, Бишкек 32, Кунашак 28, Челябинск 30, Караганда 38, Анталия плюс 49. Во, мне сегодня как раз говорили, что в Анталии сегодня 51. Вот, там у меня есть одна знакомая сетевик работает, вот, работает в товарной сетевой компании, и, соответственно, она сегодня в машине ехала, температуру показывает, я в Фейсбуке смотрю, 51 градус, я просто офигел. Вот, Чукотский автономный округ, город Певек, так, Подольск, плюс 2, непонятно у кого, Ставрополь 27, отлично. Ну ладно, не буду дальше читать, короче, да, вот, у нас здесь целый список городов, супер. Так, отлично. Ну что ж, друзья, сегодня мы проведем отличный эфир. Я расскажу вам о том, ну, поделюсь опытом, как я делаю бизнес в Инстаграме. Значит, поделюсь своим опытом, и я уверен, что многие из вас начнут более активно качать Инстаграм. Также скажу то, что некоторые из вас, может быть, Инстаграм ведут даже лучше, чем я не особо такой блогер, но, тем не менее, у меня из Инстаграма идет столько людей, что работаю лично я сам, у меня работает 3 менеджера, и мы втроем не успеваем разгребать сообщения, которые идут из Инстаграма. Если вы посмотрите мои публикации в Инстаграме, там люди пишут, ваши менеджеры не отвечают. То есть мои менеджеры не отвечают не от того, что они там балдеют, они реально просто не успевают отвечать, людей столько пишут, тысячи людей пишут, мы просто втроем, ну, 3 менеджера, я 4-й, мы не успеваем разгребать список, ну, сообщений людей, которые к нам пишут. Это просто фантастика. И вот я поделюсь сегодня своим опытом, как я это делаю, и вы можете начать делать так же. Ну и пока у нас люди собираются, да, я пока расскажу в 2 словах о себе, и потом перейдем уже непосредственно к Инстаграму. Сегодня мы не будем рассказывать ни о никаких инвестиционных компаниях, поэтому можете смело звать своих людей, в каком бы вы проекте не работали, неважно, там, работаете в проекте «Ромашка» или в проекте там «Рога и копыта», неважно, из любого проекта, в которого вы не работаете, зовите сейчас срочно своих людей, то есть у вас есть ссылка на Zoom, у вас есть ссылка на YouTube идет уже трансляция, соответственно, зовите срочно людей, чтобы они смотрели или в YouTube, или в Zoom, и, соответственно, ваши люди получат сегодня полезный контент, мотивацию, я передам частичку своего опыта, и вот такие тренинги мы будем проводить частенько, чтобы наш опыт передавался людям, и люди делали тоже бизнес. Вот, ну, поехали, я пока рассказываю о себе, а вы пока приглашайте параллельно людей, чтобы ваши новички, которые есть в вашем телефоне, чтобы они были обучены, и чтобы они правильно делали бизнес. И когда они будут правильно делать бизнес, тогда и вам будет хорошо, вы тоже будете зарабатывать большие деньги, потому что вы знаете, да, что в сетевом бизнесе очень простой принцип, что чем богаче ваши люди, тем богаче вы. Чем более умно ваши люди делают бизнес, тем богаче будете вы, понимаете? Поэтому ваша задача снабдить ваших людей всей информацией, всеми навыками, всеми инструментами. Тогда ваши люди будут качать деньги, они будут вам говорить спасибо, а ваша компания, с которой вы сотрудничаете, будет вам платить реферальное вознаграждение, карьерные бонусы и так далее. Поэтому я вам рекомендую ваших людей сейчас срочно пригласить на данный вебинар. Итак, поехали. Значит, я расскажу в 2 словах о себе. Я сам, значит, самый обычный человек, родился, вырос в Башкирии. В Башкирии, кто был в Башкирии, знает, есть такие города там на Южном Урале, город Белорецк, село Инзер. Вот там я родился, вырос, закончил школу и потом поехал учиться в университет. У меня обычные родители, небогатые,
в семье нет в окружении предпринимателей, и по задумке системы мне предстояло работать на Магнитогорском комбинате металлургическом, и там, соответственно, я бы и работал, если бы как-то вот не сработал случай, что не сработала моя интуиция, что я понял, что ловить там нечего на комбинате металлургическом в Магнитогорске, и начал искать варианты бизнеса. Нашел сетевой маркетинг, это было 20 лет назад, мне эта тема очень понравилась, и я решил заниматься этим бизнесом. Первые 10 лет я был в товарной сетевой компании, и последние 10 лет я занимаюсь только инвестиционным сетевым маркетингом, то есть где нет биодобавок, косметики, где есть только инвестиции. И вот таким образом что получилось? Получилось следующее. Значит, поначалу, естественно, у меня ничего не получалось, как и большинство из вас. Люди мне отказывали, говорили, ты занимаешься ерундой, это лохотрон, это там всякая фигня. Знаете, вот у меня компания, с которой я первый сотрудничал, с биодобавками, с косметикой, это был не Гербалайф, но многие люди даже не могли правильно произнести, они говорили с умным видом: Рустам, так это же Гипербалай. То есть они даже слово Гербалайф не могли выговорить, да, но они такие, это же Гипербалай. Ты что, в газетах про Гипербалай не читал, что люди от Гипербалая умирают? Ты что, не читал, что это Америка нам Гипербалай заслала, чтобы мы отравились тут все там и так далее, да? Там, ты что, про Мавроди не читал? Ну, то есть они все отказывались, говорили, иди лучше на комбинате работай, делай карьеру в Магнитогорске на заводе, там будет лучше. Но, слава богу, что вот я их не слушал, что я пер дальше, и в итоге на сегодня, вот спустя 20 лет, я зарабатываю $1 000 000 в месяц, и, соответственно, рекомендую вам тоже данный бизнес. Если вы будете в этом бизнесе настойчиво двигаться, то у вас будут тоже потрясающие результаты. Может, конечно, не все из вас будут зарабатывать $1 000 000 в месяц, но постепенно, если вы будете обучаться, проявлять дисциплину, трудолюбие, если вы используете навыки сегодняшнего тренинга, то вас тоже начнет заливать деньгами. Может, вы будете зарабатывать там $50 000 в месяц, может быть, $100 000 в месяц, а может быть, вы меня обгоните, можете будете зарабатывать $5 миллионов в месяц. Я не знаю, это уже жизнь покажет. Поэтому я вам рекомендую вцепиться в этот бизнес просто великолепный. Кроме того, что мы зарабатываем деньги, нам тысячи людей пишут благодарности каждый день, потому что люди с помощью нашего бизнеса покупают автомобили, покупают квартиры, дома, путешествуют. И люди говорят нам спасибо, это очень классно, а компания нас еще вознаграждает реферальными вознаграждениями. На заработанные деньги мы покупаем недвижимость. Например, вот за последние 3 месяца я купил 4 квартиры в Дубае. В среднем каждая квартира, если усреднить, стоит там 200-250 тысяч долларов, если в среднем брать, да, по среднему. Значит, вот 4 квартиры в Дубае купил отель на острове Занзибар. Что вы понимали, отель на острове Занзибар, там очень такой хороший курорт. Он, конечно, не такой супер, там нет такой инфраструктуры, как в Таиланде, например, да, как на Бали, но там очень тоже прикольно, аутентично, и там вот отель я купил за $1 000 000 на первой линии океана, то есть это тоже достаточно недешево, хотя для отеля это недорого. Вот. Сейчас вот я куплю через несколько недель квартиру в Южной Корее очередную, ну, еще присматриваю недвижимость тоже. Везде путешествую, например, сейчас я живу в Батуми, здесь в Батуми просто такое тоже райское место, мне очень нравится, климат такой мягкий, прикольный, жары такой адской нету. Потом, значит, последние 4 года жил на Филиппинах, там тоже райское место, это зимой жил на Занзибаре, и вот так вот мы живем, балдеем, и вот вы также можете делать, то есть то, что мы сегодня вам расскажем, позволит вам делать так же. И вот я вам почему все это рассказываю? Я рассказываю это к тому, что вы понимали, что если у меня, у обычного парня получается делать бизнес, то у вас тоже получится. Вот поставьте сейчас плюсы в чате, друзья. Кто понял, что раз получается у меня, то получится и у вас. Поставьте плюсы и поехали дальше. И пока вы ставите плюсы, я повторяю, мы сейчас пока разгоняемся, да, приглашайте своих, значит, знакомых, родственников, друзей, потому что им тоже интересно делать деньги из воздуха, им тоже интересно делать деньги с помощью новых технологий, с помощью самых современных методов, и мы как раз этому обучаем. То есть наша команда обучает всем методам, чтобы вы также делали, и ваши люди также делали бизнес, как вот мы. Мы передаем весь опыт, никаких секретов у нас нет. Отлично. Поехали дальше. Двигаемся дальше. Теперь переходим уже непосредственно к теме сегодняшнего нашего вебинара. Сегодня мы расскажем частичку, как мы работаем, это Инстаграм. На самом деле, друзья, заниматься бизнесом, бизнесом в сетевом маркетинге можно разными вариантами. Можно открыть офис, можно заниматься списком знакомых, можно работать по рекомендациям, можно работать через YouTube, можно через TikTok, можно через Instagram, то есть способов много. И вот мы сегодня расскажем именно про Instagram. Сейчас я подготовлю слайды, друзья, и пойдем по слайдам, 2 секунды. Сейчас я их подготовлю, открою нужные слайды и поедем. Так. Сейчас, секундочку. Так, сейчас 2 секунды, открываем. Такс.
Так, кажется, вот так вот. Ага, не так. Так, вот. Сейчас, 2 секунды. Я уже почти готов открыть слайды. Открываем и начнем по слайдам, чтобы у вас было не только на слух информация, да, чтобы вы еще смотрели глазами. Так, 2 секунды. Так, где у нас слайды? А, вот они. Итак, смотрим, друзья, внимательно на экран и пойдем по слайдам. Смотрите, ну вот на самом деле вот в сетевом маркетинге секретов никаких нету. На самом деле то, что я вам расскажу, большинство из вас это уже все слышали или там примерно понимаете, как это делать, секретов особо вы новых, может быть, не узнаете. Конечно, если вы прям совсем новичок, если вы никогда там особо не вели социальных сетей, вы узнаете много нового. Но если вы хотя бы там уже года 2-3 занимаетесь сетевым маркетингом, наверняка вы даже, может быть, в Инстаграме знаете больше, чем я. Я сразу скажу, что я не такой великий блогер, то есть я особо там не супер великий блогер, я просто обычный парень, просто веду Инстаграм просто от души. Я не знаю там каких-то технологий суперских, просто от души веду. Я сегодня вам об этом расскажу, как я это веду, Инстаграм. И мне, вот повторяю, с Инстаграма идет столько людей, что я просто не успеваю отвечать. И 3 моих менеджера, которые зарплату получают, тоже не успевают отвечать потоку людей. Поток людей идет просто огромный. И вот все это мне дает, в частности, Инстаграм дает мне $1 000 000 в месяц. Ну, благодаря вот реферальным программам компаний, ну, инвестиционных компаний. Вот давайте потихонечку смотреть. Смотрите. Значит, вот что здесь написано. Первое, что здесь написано, что секретов никаких нету. То есть все методы ведения бизнеса, они давно известны. Вы можете найти кучу способов, как вести Инстаграм в Ютубе, кучу можете купить тренингов у инфобизнесменов, и они вам даже лучше, чем я, расскажут там за 3 копейки, купите какой-то тренинг, там они расскажут вам, как вести Инстаграм. Я сегодня все равно там ну, по верхушкам только пробегусь. Но самый главный вопрос, вот, ну, знаете, вот все уже известно, вопрос в том, а почему люди не преуспевают, почему не все в сетевом маркетинге преуспевают? А все очень просто, друзья, потому что секреты успеха, да, они лежат именно в области психологии, самое главное. И вот сегодня мы расскажем, опять-таки, что нужно делать, но большинство из вас скажут, я это слышал, это неинтересно, это не работает, а у меня, наверное, не получится и так далее. И только вот 20% из вас сегодня начнут что-то делать вот по методике, которую я сегодня вам расскажу, покажу, там, замотивирую вас, и только 20% начнут шевелиться. Почему? Потому что большинство моментов по успеху, они лежат именно в психологии. И вот здесь вопрос, видите, написан, как же вот в голову загрузить психологию победителя? Здесь у Главное. вас у каждого могут быть свои способы, там кто-то нанимает себе психолога, кто-то нанимает бизнес-тренера. И так делают, кстати, друзья, большинство людей, то есть и футболисты великие, и хоккеисты великие, и там великие там бойцы, там, например, там Макгрегор там и так далее, они все, ну, шахматисты, они все нанимают себе каких-то коучей, психологов, чтобы перед матчем, перед боем прокачать свою голову, потому что все наши успехи или проблемы, или там неуспехи, они лежат в нашей голове. И вот именно здесь разные способы у вас могут быть, но вот мне, например, нравится способ именно то, что я использую Вадима Зеланда. То есть Вадим Зеланд – это просто пушка. Я не знаю, используете вы его, не используете. И вот я вам рекомендую его использовать. Это очень классная штука, и поэтому вот здесь написано, да, что вот эта вот технология Вадима Зеланда плюс проекты по инвестициям, которые мы ведем, плюс сетевой маркетинг – это просто реально атомная смесь, друзья. Поэтому я вам рекомендую вот именно такую смесь использовать, да, то есть Вадим Зеланд, значит, инвестиционные проекты топовые. Мы сегодня не говорим про название, повторяю, да, мы сегодня для всех компаний работаем, и для Ромашки, и для Рога и Копыта, и там для всех компаний нам сегодня название мы не называем. Вот. И вот именно реферальные программы сетевого маркетинга, это прям реально будет атомная смесь, вас реально прям деньгами зальет, если вы будете вот именно так действовать. Ну, кто не знает Вадима Зеланда, не буду сейчас я про него рассказывать, да, вы просто в YouTube загуглите, заходите в YouTube после тренинга, забейте Вадим Зеланд, и вам будет все понятно, послушайте, о чем он говорит. Кстати, не все, конечно, въедут в то, что он говорит, но кто не въедет, друзья, не переживайте, через год въедете, через 2 года въедете. То есть я тоже не сразу въезжал во все эти вещи, но потом въехал. Поехали дальше. Почему, друзья, необходимо нам строить сеть? Вот некоторые скажут, ну, Рустам, а зачем мне вести Инстаграм? Я положу 5 миллионов рублей, например, там, ну или давайте в долларах. Я положу там 100 тысяч долларов, предположим, да, и буду получать там свои законные там 200-300 тысяч долларов, да. Вот, положил, соответственно,
значит, 100 тысяч долларов, да, и буду 200-300 тысяч долларов получать каждый месяц, ничего не делая. Нафига мне там Инстаграм вести, нафига мне там фотки какие-то делать и так далее, да. Да, вы абсолютно правы, вы можете быть обычным инвестором в этих проектах наших и просто получать в среднем там 20-30% в месяц в долларах, ничего не делая, лежа на диване, просто из воздуха. И это прекрасная возможность, которой многие пользуются. Но есть еще умный инвестор, то есть лучше быть не обычным инвестором, а именно умным инвестором быть. Умный инвестор – это такой человек, который получает 1000% в месяц. Это очень важный момент. То есть я вам рекомендую прям реально от души, что вы были умным инвестором, и тогда вас реально просто деньгами будут заливать. То есть поэтому рекомендую вам быть умным инвестором. И вот по этому поводу давайте я сейчас верну сейчас вот как бы в эфир, это очень важно, что вы поняли. Вот поставьте сейчас, друзья, вот плюсы, сейчас я чат открою вот в Инстаграме. Давайте не плюсы, а однерочки. Поставьте однерочки, кто понял, что есть обычный инвестор, который получает 20-30% в месяц, как все, и ну, вот поставьте однерочку, да, и кто понял, что есть умный инвестор, который строит структуры, который работает по реферальным программам, получает 1000% в месяц. Поставьте единичку. Это очень важный момент, что вы это поняли. Потому что некоторые скажут, ну а что, мне и так живется хорошо. Положил 100 тысяч долларов и получаешь 20-30 тысяч в месяц долларов, ничего не делай. Да, это прекрасно. Я согласен, что прекрасно. Но можно получать за то же самое время, получать 1000% в месяц. Это более прикольно. Вот именно так я делаю свои капиталы, да, потому что я использую реферальные программы. А чтобы вот уже реферальные программы использовать, надо, соответственно, использовать, ну, в том числе Инстаграм. Про него сегодня мы как раз и говорим. Вот. Так, секундочку. Не сюда открыл. Так, сейчас. Это у нас YouTube идет. Так. 2 секундочки. Так. Сейчас откроем еще раз наши слайды. Так, вот они. Итак, смотрите, друзья. Значит, смотрим теперь опять слайды, да, и вот здесь показано, что вот некоторые скажут, ну, Рустам, я вот уже пробовал строить структуру там в одной компании, в другой компании, и у меня вот не получается как бы, да, строить структуру. Я с вами соглашусь отчасти, потому что, смотрите, ситуация следующая. Ситуация следующая в том, что если вы сравниваете ситуацию хотя бы еще год назад или года полтора назад, когда вы, может быть, строили структуру, и у вас не получилось, это совершенно другое время. Раньше, в период до коронавируса, или как мы шутку называем, до барановируса, люди говорили, Рустам, ну, не, у тебя прикольный, конечно, бизнес, но я лучше там гостиницу открою, там кафе открою, еще что-нибудь открою, там парикмахерскую открою, там. То есть сегодня вы понимаете, да, в период коронавируса, или как мы шутку называем, барановируса, сегодня все это обанкротилось, и, соответственно, из-за этого люди реально сейчас рассматривают совершенно, ну, другие варианты, да, то есть люди рассматривают бизнес в интернете, потому что все понимают, что бизнес в интернете, он вообще никак его не коснулся, все это дело, да, более того, вы знаете истории там того же Zoom там и других там интернет-проектов, когда они просто увеличили во много-много раз увеличили свой бизнес, потому что все люди сели в коронавирус, в карантин, в локдаун, и все гоняли в интернете деньги. Вот. И вот наш бизнес в интернете просто улучшился ну, просто в разы. Я вам расскажу по себе. Например, когда вот в период до коронавируса у меня был рекорд по заработку 10 тысяч долларов в сутки. Это был мой личный рекорд. 10 тысяч долларов за сутки чистая прибыль была у меня. То на сегодня у меня мой рекорд личный – это 130 тысяч долларов за сутки. Представляете, да? То есть до этого было рекорд 10 тысяч долларов за сутки, сейчас 130 тысяч долларов за сутки, понимаете? Вот так нам дал рост коронавирус и падение экономики. Вот здесь написано, да, все связано, что вот вирус, финансовый кризис работает на нас. Поэтому сегодня осваиваем Инстаграм и рекомендую действовать, потому что даже если у вас раньше не получалось, сейчас будет получаться, потому что ну, сегодня такое время, которое работает на нас. Это очень важный момент. Поехали дальше. Теперь, соответственно, рассматриваем непосредственно уже Инстаграм. Подходим непосредственно к нашему делу, к нашему расписанию. Смотрите, ну первое, что нужно делать в Инстаграме, тут вообще все просто на самом деле, да, и большинство из вас уже все это знает, но повторим. А для новичков это будет, ну, новое. Смотрите, первое, самое главное, что нужно делать в Инстаграме, нужно делать ежедневный контент. Это прям самое-самое главное. То есть хоть в Ютубе, хоть в Инстаграме, самое главное, это нужно ежедневно выкладывать
контент. Ну, то есть в данном случае, если мы берем Инстаграм, то это фото, это видео в основную ленту, и еще нужны сторисы. Ну, попозже мы разберем еще более детально это все дело. Это самое главное. Если вы будете знать все про Инстаграм, будете знать там все про хэштеги, там, как там увеличить охваты и прочее, прочее, все будете знать, но не будет, у вас не будет вдохновения каждый день выкладывать публикации, то можете вообще даже ничего этого не изучать. То есть вот то, что первое сам написано, видите, в скобках написано, самое главное. Это прям реально самое главное. То есть нужно просто тупо каждый день делать по одной фоточке или по одному видео и делать 5 сторисов. Ну, попозже мы этого коснемся. Это прям самый важный момент, что нужно делать в Инстаграме. Если вы только вот это будете делать, у вас уже только из-за этого будет сам Инстаграм вас продвигать, потому что он увидит, что у вас идет постоянный контент. Даже сам Инстаграм будет вас продвигать лучше, чем другие аккаунты, которые делают это не ежедневно, не регулярно. Второе, что нужно сделать, нужно, чтобы у вас была дисциплина. Необходимо, чтобы вы составили контент-расписание, да, то есть план контента своего на неделю вперед. То есть вы в воскресенье присели, там, значит, открыли блокнот и написали, что в понедельник вы вот это выставляете, во вторник вот это выставляете, в среду вот это, и на 7 дней недели расписали, что вы будете выставлять на 7 дней вперед. И когда вы просыпаетесь, у вас, соответственно, будет такой план некий, да, вы проснулись, у вас написано, ага, сегодня во вторник я выставляю вот про это. Все, пошли, там текст накатали, фотку нашли новую или там сделали свежую фотку и, соответственно, выставили. Все, и после этого у вас уже план на этот день выполнен. Следующее, что очень важно, нужно действовать как китайцы. Что делают китайцы? Китайцы просто подсматривают, что делают другие, и копируют со своими изюминками, да. Соответственно, ваша задача делать так же. То есть ваша задача просто посмотреть, что делают другие, и копировать со своей изюминкой. То есть заходите на какого-нибудь там блогера, сетевого блогера, да, который ведет, Инстаграм по сетевому маркетингу, по инвестициям. У него много подписчиков, у него большая аудитория. Изучаете его контент, изучаете его текста, его фотки, и делайте просто примерно все то же самое, только со своей изюминкой. Вот, все, вот это тоже один из главных секретов. Не надо там ничего изучать, выдумывать, просто посмотрели, что делают другие, увидели, как это можно улучшить именно с вашей индивидуальностью, с вашей изюминкой, и делайте то же самое. Дальше. Важно, как только вы выставили публикацию в Инстаграм, важно поставить 30 целевых хэштегов на свою публикацию сразу после публикации. Это прям очень важно, потому что Инстаграм там то ли в первые 30 минут, то ли в первый час, у них постоянно алгоритмы меняются. Значит, он, соответственно, насколько ваш охват будет в первые полчаса или в первый час после публикации, настолько Инстаграм будет продвигать вашу публикацию. Поэтому очень важно прям в первую секунду, в первую минуту после публикации важно выставить 30 хэштегов в первый коммент. Ну, кто это не понимает, да, просто откройте вот мой Инстаграм, попозже мы сейчас пока с экрана тоже откроем, я вам покажу. Просто выставляете хэштеги, вот как у меня, и все. И, короче, люди по целевым хэштегам вас находят. Попозже мы это разберем прямо на примере моего Инстаграма. Хэштеги должны быть целевые. То есть, например, смотрите, хэштег коронавирус – это хороший хэштег, он очень популярный, но он не целевой хэштег. То есть люди, которые интересуются коронавирусом, они не факт, что заинтересуются сетевым маркетингом или инвестициями, понимаете? Хэштег Батуми, вот я сейчас в Батуми нахожусь, да, хэштег Батуми, он тоже прикольный хэштег, но он не целевой, друзья, да, потому что не все люди, которые интересуются Батуми, не все интересуются инвестициями и сетевым маркетингом, понимаете, это не целевой хэштег. А вот целевые хэштеги – это там сетевой маркетинг, сетевой бизнес, инвестиции, MLM-бизнес, заработок в интернете, бизнес в интернете. Вот такие хэштеги целевые. То есть люди ищут именно по этим целевым хэштегам, в том числе и найдут вас. Поехали дальше. Следующее, что нужно делать, нужно регулярно делать фотосессии. То есть ваша задача просто условно говоря, около каждого столба фотографироваться. Но это я, конечно, шучу, да. Но вот, знаете, вот есть девушки, которые любят фотографироваться. Ну, и наверное, мальчишки есть такие. Просто вот ваша задача полюбить фотографироваться. Просто вот реально нашли какой-нибудь там прикольный вид, сфоткались. Нашли там прикольные там цветы, идете по улице, цветы растут, раз сфоткались там. Нашли прикольную машину, стоит прикольная редкая машина, подошли, сфоткались там. Ну и так далее. Короче, вы должны фоткаться, как я уже сказал выше, буквально около каждого столба. Это раз. Ну и вот кто вас будет фотографировать, этот человек должен уметь фотографировать. Либо вариант другой, нанимайте там раз в месяц или раза два в месяц фотографа, и пусть он у вас в разных одеждах, в разных локациях, в разных помещениях вас фотографирует. То есть здесь в скобках написано, фотографируйтесь в красивой недвижимости, в красивых ресторанах, с красивыми автомобилями и так далее. Как это сделать? Просто взяли, например, там, арендовали посуточно какую-нибудь красивую недвижимость. Открыли там, например, там Авито, если мы говорим про Россию, открыли Авито или там ЦИАН, там сдаются квартиры посуточно там, или какие-то дома посуточно.
как правило, в будние дни данная недвижимость, она пустует. Ну, например, если мы берем дома, вот дома, например, в будние дни пустуют, как правило, в выходные дни эти дома берут на отдых, там, на барбекю, там, на шашлык и так далее, эти дома берут на отдых на выходные, а в будние дни они пустуют. Просто позвонили хозяину, сказали, слушай, мне нужно просто фотосессию сделать, я не буду там ни на кровати спать не буду, ничего, просто приду, фотосессию сделаю 1 часок и уйду. Дай мне там скидку, я со скидку тебя куплю там на 2 часа твою недвижимость, там, ну, арендую на 2 часа. Все, пришли в его дом, пофоткались снаружи этого дома красивого, да, пофоткались внутри, на белых, так сказать, этих, ну, на белой постели красивой там, да, это в джакузи и так далее, да, то есть и все, и вот у вас уже хорошая фотосессия за копейки получилась. По автомобилям. Автомобили, например, тоже, как правило, дорогие, хорошие автомобили, типа там Мерседесов, там Ауди и так далее, BMW, их, как правило, арендуют на выходные дни, тоже там покататься или на свадьбы, а в будние дни, как правило, они простаивают. Тоже позвонили хозяину автомобиля, говорите, слушай, мне нужно фотосессию сделать, я бензин даже тратить не буду, пробег делать не буду, просто вот уеду в красивую локацию, где там, ну, сосны, там, березы, еще что-нибудь, и пофоткаюсь, все, взяли автомобиль, пофоткались. Единственное, что когда вы делаете фотографии, когда вы вставляете все это в Инстаграм, естественно, нельзя врать. Это очень важно, чтобы вы не писали там, что вот я купил автомобиль. Если вы на самом деле не купили, врать нельзя. Просто сделали фотографию, написали красивый текст. Люди пусть сами додумывают, купили вы его, там, не купили, ваш он, не ваш. Пусть люди сами додумывают. То есть врать вообще никогда нельзя. И в том числе и в сетевом бизнесе, и в Инстаграме врать нельзя. То есть вот некоторые скажут, ну как вот я пофоткаюсь, это же вот вранье, это же не мой автомобиль, это же не моя недвижимость. Да, все правильно, ну и врать не надо, вы просто не говорите, что это ваше. И вранья никакого нету, понимаете. Но фотки должны быть красивые. Люди, знаете, люди любят подглядывать за другими людьми. Именно поэтому популярна у нас вот была передача «Дом-2», потому что люди любят подглядывать за другими людьми. И люди любят там посмотреть, какие у вас там тачки, какие у вас там недвижимости, какие у вас локации, где вы перемещаетесь. Это очень прикольно. Вот регулярно нужно раза 2 в месяц делать фотосессии. И вот по этому поводу давайте сейчас я вот опять прошу вас, это очень важно. Я вам дам домашнее задание сейчас, друзья. Запишите себе в блокнот, что вот домашнее задание уже до 15 июля нужно сделать как минимум одну фотосессию, как минимум. Вот сейчас я включаю чат, поставьте цифру 2, кто понял, что до 15 июля как минимум нужно сделать хотя бы одну фотосессию. То есть у многих из вас просто нет хороших фотографий, чтобы их выставить. То есть нужно нанять фотографа, арендовать, короче, до 15 июля арендовать красивый дом, договориться на скидку в будние дни, на скидку, когда там дом пустует, он, как правило, занят в выходные дни, да, арендовать хороший автомобиль и фотографа взять на полдня или на целый день, и вот с утра пофоткали квартиру там или дом красивую, да, там в ресторан зашли, чашку кофе заказали, в ресторане красивым, с хорошим интерьером пофоткались, и пошли потом автомобиль арендовали там на часок, и автомобиль еще пофоткали. Вот нужно это сделать до 15 июля, вот такое вам домашнее задание, то есть нужно сделать фотосессию. Вот поставьте цифру 2, кто понял, что до 15 июля нужно сделать красивые фотосессии. Это очень важно, чтобы у вас был контент для выставления в Инстаграм. Чем раньше вы это сделаете, 15 июля, я говорю, крайний срок, чем раньше вы это сделаете, тем лучше для вас, потому что нет красивой фотографии, нет красивого Инстаграма, понимаете? Это очень важно. Поэтому обязательно не экономьте на этом, это стоит гроши. Большинство из вас зарабатывает в инвестиционных проектах как минимум там по 100 тысяч рублей в месяц как минимум, и я уверен, что вы легко там выделите, ну, на аренду там квартиры, машины, там, условно говоря, 10 тысяч рублей, я сейчас в рублях давайте говорю, да, на аренду квартиры, машины выделите как минимум 10 тысяч рублей, ну, и на фотографа там, не знаю, сколько он нам стоит, 3, 4, 5 тысяч рублей. Все, это гроши стоит, и за 15 тысяч рублей суммарно, за 15 тысяч рублей у вас будет фотосессия с красивыми фотками там, и, значит, в хорошем доме, и с хорошим автомобилем, например, да, то есть это все очень просто делается. Поэтому прям рекомендую вот этим делом заняться. Так, отлично. Домашнее задание я вам выдал. Поехали дальше. Смотрим дальше. Так, итак, наши слайдики. Продолжаем. Дальше, смотрите. Некоторые люди совершают ошибку. Они просто берут слайды своей компании, там компания называется там «Ромашка» или «Рога и копыта», и, короче, начинают выставлять там, короче, кучу всякой рекламы там. Это, друзья, не работает. То есть людей интересует именно вы, ваша жизнь, какая у вас там семья, какая у вас там мимика, какая у вас там морщинка на лице, там, или какой у вас там прыщик на лице, или какая у вас родинка на лице. То есть людей интересуете именно вы. Людей не интересует
реклама вашей компании. Реклама вообще никого не интересует. И поэтому, если вы открыли Инстаграм и туда шпарите рекламу, а свое лицо не выставляете, поверьте, ну, это вообще бесполезно делать, у вас никто на эту рекламу не придет. Либо придет какой-нибудь там инвестор, который вложит жалкие $100 и больше вкладывать вообще не будет, понимаете? Поэтому рекламу можно публиковать, но в такой пропорции. Например, 10 ваших фоток, 10 ваших фоток, одна рекламная фотка там, ну, с вашей компании, например, там, да, какая-то акция вашей компании, какой-то промоушен там и так далее, да. Вот. Опять 10 ваших фоток, еще одна реклама. В такой пропорции нормальная реклама заходит. Но когда вы начинаете просто в ваш Инстаграм шпарить сплошную рекламу, без вашего лица, без вашего видео, это не работает. Это, ну, вообще даже не стоит это делать. То есть вот написано, да, меньше рекламы, больше своей жизни и больше полезности, больше ваших мыслей о каком-то одном явлении жизни, о другом явлении жизни, может быть, там о питании, о здоровье, о спорте и так далее. Там сами решите, о чем писать. Это уже зависит от того, чем вы занимаетесь, какой у вас есть опыт и так далее. Ну и, как я сказал выше, вот здесь просто смотрите, о чем другие пишут, и делайте то же самое. Прям берите какие-нибудь текста других людей, делайте рерайт под себя, ну то есть переработку под себя, и выставляйте как свой текст, и все, никто вам ничего не скажет против этого. Ну и последнее, смотрите, вот, ой, вернее, предпоследнее, вот на этом слайде это очень важно. Многие люди начинают страдать перфекционизмом. Перфекционизм – это когда человек хочет сделать все идеально. Вот поверьте, друзья, идеально сделать ничего никогда не получается. Например, возьмите вот мою сегодняшнюю конференцию. Вот видите, какие у меня слайды? У меня слайды просто дерьмовые. Вот видите, слайды, да? Но они просто дерьмовые. Вот, ну реально, да? Ну кроме смеха. Вот реально дерьмовые слайды. Я не страдаю перфекционизмом, понимаете? Вот, я просто, ну, не заморачиваюсь на эту тему и все, понимаете? Я просто стяп-ляп сделал, выложил, рассказал, все. До свидания, ребята, шоколад-мармелад, до свидания, всем пока, отключаемся, все, вкладывайте побольше денег, вот, условно говоря, да, у нас есть риски, вкладывайте побольше деньги, рискуйте и погнали, всем вперед. Все, понимаете, я не страдаю перфекционизмом. Кто меня знает, тот знает, что я делаю все тяп-ляп, вот, и не заморачиваюсь, понимаете, поэтому лучше делать тяп-ляп, но делать, чем говорить, я хочу сделать идеально, вот я через месяц сделаю идеально, а потом, короче, вот уже сделаю не идеально. Ну, не знаю, там как. Короче, вот вы поняли, да? Давайте сейчас я вас прошу, проведем опрос сейчас в чате. Вот поставьте сейчас, друзья, плюсы, поставьте плюсы. Значит, кто страдает перфекционизмом, да, ставьте плюсы. Кто перфекционизмом не страдает, ставьте минусы. Вот я поставил бы минус, потому что я не страдаю перфекционизмом. Я делаю тяп-ляп, сделал, все, до свидания, все, всем шоколад-мармелад, все, пока, я пошел нырну за место вас, пойду там арбуз за место вас, съем фрукты, вот, всем до свидания, пока и так далее. Вот, я не страдаю перфекционизмом. Вот кто не страдает перфекционизмом, ставьте, в общем, минус, а кто страдает перфекционизмом, ставьте плюс. И очень важно, чтобы вот кто страдает перфекционизмом, друзья, я вам рекомендую убрать это раз и навсегда со своей жизни. Просто живите налегке, живите по кайфу, балдейте, просто не заморачивайтесь. Я вообще ни насчет чего вообще не заморачиваюсь. Нужно просто стать таким неким балбесом и не заморачиваться по жизни. Тогда у вас будет в жизни очень все хорошо. Если же вы стараетесь делать все правильно, там, перфекционизм, там, это неправильный подход к жизни. Вот знаете, когда мне, например, говорят, Рустам, у тебя футболка какая-то там неглаженная. Я говорю, да ладно, это модно. Ну, то есть, там какая-то помятая футболка, я одел помятую футболку. Они говорят, Рустам, надо футболку погладить. Я говорю, да это модно, все. И пошел дальше, я вообще не парюсь. Там поглаженная, не поглаженная, там, вообще не заморачиваюсь. И вот я вам рекомендую жить так же налегке, не заморачиваться, не быть перфекционизмом. Это очень плохая черта для бизнесмена. Если вы будете перфекционизмом, это будет, ну, это вам очень плохо будет. Ну как, вы, как создатель бизнеса, можете быть не перфекционизмом, а вот ваши наемные работники, которые вы нанимаете, они могут быть перфекционизмом. Вот ваши менеджеры наемные, которых наймете со временем себе в бизнес в сетевой, ваши менеджеры, они должны быть, по идее, перфекционистами. Да, это хорошо для них. А для вас, как создателя бизнеса, не нужно быть перфекционизмом. Ну, перфекционизмом. Короче, блин, ладно, я уже даже слово выговорить не могу. Мне в этом плане нравится Кирилл Доронин. Вы многие знаете Кирилла Доронина, да? Наверняка. Кто не знает, спросите у ваших наставников, они вам скажут, кто такой Кирилл Доронин. Так, сейчас, где у нас слайды наши? Секундочку. Короче, есть Кирилл Доронин, и однажды он нанял себе СММщиков, чтобы вести свой Инстаграм. Вот. И, короче, они ему говорят, надо делать вот так, вот так, вот так вот правильно, а вот так вот неправильно. Ну, короче, начали его учить. Он человек своеобразный, вы знаете, наверное, Доронин многие, да, он такой человек своеобразный, вот. И он говорит, да идите вы нафиг, мне так не нравится, короче. И он начал просто все подряд фоткать. Он взял свой телефон и просто фоткал все подряд, короче. Такой фоткает все подряд, всякую фигню. Говорит, вот, ребят, я в Инстаграм веду, вот мои сторисы, я фоткаю все подряд. То есть, понимаете, он не перфекционизм, Кирилл Доронин, не перфекционизм, поэтому у него идет успех, понимаете? Вот. Если вы будете перфекционистом, то, скорее всего, сетевой бизнес у вас, ну, не очень получится. Хотя бывают исключения, конечно, из правил, но, как правило, лучше не быть перфекционистом.
Я думаю, что вы это записали, это очень важный тоже момент. Ну и следующее, смотрите, вот когда человек другой посмотрит ваш Инстаграм, он увидит кучу недочетов, которые вы не увидите. Поэтому отдайте ваш Инстаграм на аудит там, ко мне, например, там, или к вашему наставнику. Ну, я, конечно, сильно занят, я не всегда смогу ваши Инстаграмы все посмотреть, но отдайте Инстаграм вашему наставнику, он посмотрит ваш Инстаграм, и он вам в аудио он диктует. Вот здесь вот такой косяк, здесь такой косяк, здесь такой косяк, здесь это надо исправить. Поняли, да? То есть и ваш наставник вам порекомендует, что нужно делать, сделать, доделать в вашем Инстаграме. Это очень важный момент. Так, все, поехали. Следующий слайд. Следующий слайд, смотрите какой. Очень важно, чтобы вы ездили в красивые места и там делали фотосессии. Например, вот мы сейчас в Грузии нашли один отель, сейчас мы находимся в Грузии, значит, нашли один отель очень классный, я не помню название его, ну, короче, вот скоро мы туда поедем, заброним его, поедем туда, и мы туда едем не для того, чтобы там пожить, нам везде жить хорошо, нам по барабану где жить, но там такой отель в горах, ты такой живешь в облаках, там такие, ну, витражные, отель такой стоит, как я понял, на горе, там такие окна прям в пол, и ты прям в тумане такой живешь, в тумане там низина, вдалеке там видно такая низина, короче, там. Потом такая еще есть такая сетка, ты такой в сетке лежишь на горе, такой в сетке и балдеешь, ну, в дзене. Вот, короче, ездите, в общем, в красивые места и делайте фотосессии. Красивые места есть не только на чужбине, вот здесь, видите, написано на чужбине. Красивые места есть не только на чужбине, красивые места есть и в вашем регионе обязательно, да, то есть они есть по всему миру, и в вашем регионе тоже есть красивые места. Арендуйте самые лучшие отели, самые лучшие места, арендуйте хотя бы на сутки для фотосессии, хотя бы минимум, чтобы приехать туда, заселиться, позавтракать, пообедать и сделать фотосессию. Желательно с собой берите фотографа, чтобы он лучше вам сделал фотки, потому что вы сами, если вы не профессионал, вы сделаете, ну, какие-нибудь кривые фотки, ну, там, не так там свет поставите, не так там это сделаете, понимаете, не так там позу займете там, ну, для фотки. А вот когда фотограф профессиональный, он вам скажет, так, встань вот так, ляг вот так, вот здесь вот на свет вот так посмотри, здесь не так посмотри, там, понимаете, фотограф, он лучше вам скажет. Поэтому берите фотографа, арендуйте на сутки лучшие места на чужбине и в вашей стране и делайте красивые фотки. Это очень важно тоже. Так же, как мы вот ранее прошли по машине, там, по какому-нибудь коттеджу, там, дому и так далее. Следующий момент. Очень важно, друзья, вот запишите себе, это очень важно. В первые 30 минут, когда вот вы выложили публикацию, да, в первые 30 минут, чем больше ваша публикация наберет лайков и комментов и просмотров, тем лучше для этой публикации, и тогда ее сам Инстаграм будет продвигать среди подобного контента, понимаете? Это очень важно. То есть очень важно в первые 30 минут, когда вы сделали публикацию, сразу же сбросить ее во все там телеграм-каналы ваши, во все телеграм-чаты, во все WhatsApp-чаты, во все социальные сети, в Одноклассники, там, ВКонтакте, в Facebook и так далее, чтобы максимальное количество людей вам поставило лайки и комменты. То есть нужно людей призвать. Ребята, я выложил новую публикацию, здесь такая-то полезность, срочно накидайте лайков и комментов. Это прям очень важно в первые 30 минут после того, как вы выложили публикацию. Прям очень-очень важно. И также вот важно то, что я ранее говорил про хэштеги. То есть важно поставить хэштеги, вот эти 30 целевых хэштегов прям в первую минуту после публикации, да, и вот здесь важно, чтобы вы свою публикацию с призывом поставить лайки и комменты накидали сразу вот во все чаты и так далее, да. Ну, смотрите, единственное, что если вы пишете, например, про компанию «Ромашка», не надо сбрасывать вашу публикацию в конкурирующий чат, понимаете, да, потому что если вы скинете про компанию «Ромашка» публикацию в конкурирующий чат, где компания там, ну, говорится о компании там другой какой-нибудь там, то вас там забанит в этом чате, вы понимаете, да, то есть так делать нельзя. Но если вы просто скинули, например, там, в чат в целом какую-то публикацию без названия компании, да, в целом о сетевом бизнесе там или об инвестициях в целом без названия компании, то можете во все подряд чата нафигачить и все, и вам там накидают лайков, комментов и так далее. А если вы конкретно про какую-то компанию публикуете, то только в чат этой компании кидайте и просите эти лайки, чаты, эти комменты и так далее. Потом очень важно делать прямые эфиры, друзья. Вот я вообще открыт для вас, можете у меня заказывать прямые эфиры, вместе с вами мы будем делать прямые эфиры. То есть нет проблем, выходите на связь и будем делать с вами прямые эфиры. Я буду из Грузии, вы будете со своей стороны и будем делать прямые эфиры. Нет проблем, я готов делать прямые эфиры с вами. Ну, не со всеми, конечно, смогу, чисто по времени, но нет проблем, можете обращаться и к вашим спонсорам, наставникам, и ко мне, и будем делать прямые эфиры, никаких проблем нету. Следующее, что очень важно, это то, что нужно делать как минимум в день 5 сторисов в сутки, как минимум. Потом, значит, как минимум одну публикацию в сутки в основную ленту. Это очень важно, то, что мы говорили про дисциплину. Помните, я вот здесь вот говорил, сейчас покажу еще раз вам.
Так, где у нас было? Вот. Видите, написано ежедневный контент. Это самое вообще главное. Вот мы сегодня могли бы вообще ничего вам не рассказывать. Вот самое главное – это сделать ежедневный контент. Больше делать вообще ничего не надо. Нужно просто каждый день рутинно, дисциплинированно, терпеливо делать ежедневный контент. Каждый божий день. Не пропускать ни одного дня. Неважно, на рыбалке вы там, не на рыбалке, по барабану нужно делать ежедневный контент. И вот очень важно, вот как минимум делать 5 сторисов в сутки, как минимум. Там, что вы кушаете, какую вы собачку на улице увидели красивую, там, какое вы дерево на улице увидели красивое. Нужно все публиковать в сторисы. И одну публикацию какую-то в сутки публикуете в основную ленту. Это прям очень важно. Без выходных, без проходных. Это прям супер-супер важно, поэтому себе это отметьте как прям очень важный момент. Не пропускать ни одного дня. Инстаграм, ну и вообще любые социальные сети любят постоянство и любят дисциплину. Следующий момент очень важный тоже, друзья. Откуда брать трафик? Вот, некоторые говорят, ну хорошо, вот я согласен все вот эти пункты выполнять, а где я людей-то возьму? Где вообще людей? Кто обо мне узнает? Как обо мне люди-то узнают? Вот все просто, друзья. Смотрите, первое, что откуда о вас узнают люди, это то, что вы будете ставить 30 целевых хэштегов. Вот, то есть вы должны ставить 30 целевых хэштегов, там, Финика, там, Антара Стрейт, там, Тарекса, там, ну, короче, все компании, вот, там, Арифлейм, Гербалайф, Гринвей, там этот, как его зовут, NL International, Coral Club, ну и так далее. Да? Короче, все пишите сетевые компании, все пишите там, пишите Кирилл Доронин, Дорониум, там, ну все что угодно. Вот, короче, все, что относится к нашей теме, Life is Good, Роман Василенко там, все, что относится к нашей теме, да, к нашей аудитории, вы пишете 30 целевых хэштегов. Люди оттуда вас узнают и к вам придут на страницу, если вы пишете прикольно, если вы пишете каждый день дисциплинированно, они вас узнают из хэштегов, друзья, и добавятся к вам подписчики. А второй момент, откуда возьмете еще подписчиков, это то, что вот когда вы будете писать красивые комменты лидерам-сетевикам, вы должны вот подписаться на лидеров сетевиков, например, там Артем Нестеренко, например, да, или, например, там этот Роман Василенко, да, или, например, Кирилл Доронин. Ну, я сейчас, это не сетевики, в смысле, это, ну, это как бы там Нестеренко, это бизнес-тренер, да, он, конечно, занимается там частично сетевым, но он больше бизнес-тренер. Потом там Василенко и Доронин, они не сетевики, они владельцы компании. Ну, тем не менее, короче, в целом, короче, должны подписаться к лидерам мнений, к лидерам нашей индустрии и к лидерам сетевикам. И как только вышла их публикация, у вас должно сработать оповещение, пуш-уведомление. И вы сразу должны тут же бросить все дела и написать им коммент какой-нибудь красивый. Например, там, да, очень прикольная публикация, я согласен с вашим мнением, там, или, например, там, я не согласен с вашим мнением, там, ну и так далее, поняли, да? И, короче, люди, их аудитория, которая за ними следит, они будут читать их, ну, комменты под публикацией, найдут ваш коммент. И они подумают, а это что за чувак вообще такое пишет? Кто вообще этот чувак такой? Ну, еще должна желательно быть у вас красивая фотка, мы сейчас это тоже разберем. Они подумают, у этого чувака еще красивая фотка. Они кликают на вас, проваливаются к вам и изучают уже ваш аккаунт, понимаете? А в вашем аккаунте должно быть уже уникальное торговое предложение, сейчас мы разберем, и так далее. Вот, то есть, короче, где взять трафик? Нужно писать красивые комменты лидерам-сетевикам, лидерам мнений и получать трафик с их страниц. Это очень важно, тогда у вас будет куча подписчиков. Также очень важно сделать красивую шапку профиля, красивые фотки, сейчас мы это разберем. И нужно еще использовать топ-линк для своего уникального торгового предложения. Ну, то есть УТП, уникальное торговое предложение. То есть предложение о том, что вы предлагаете этому миру, что вы предлагаете людям. Итак, сейчас мы перейдем тогда уже в другой показ экрана, 2 секунды. Разберем прямо Инстаграм. И будем приближаться уже к завершению. Я думаю, что я вас уже немножко утомил. Сейчас давайте покажем уже действующие Инстаграмы и разберем их уже на практике. Так, итак, 2 секунды. Смотрим инстаграмчики. Так, сейчас 2 секунды. Сейчас я открою нужную страницу и покажу вам, ну, как это работает примерно. Так. Итак, смотрим внимательно, друзья. У нас осталось буквально несколько минут. Я вас сильно задерживать не буду. Так, нет, не то открыли. Сейчас, секундочку. Что у меня сегодня не то открывает постоянно. Так, во. Смотрите. Ну, вот это мой Инстаграм. Как я вам уже сказал, я не великий блогер.
У меня раньше был, правда, Инстаграм на 40 тысяч подписчиков живых, реальных, но потом я начал там жестить, начал в личку стикам писать: ребята, я тут зарабатываю кучу денег, чего там занимаетесь баночками там, вот. И, короче, на меня там пожаловались, и мой Инстаграм заблочили. Ну, начал жестить немножко лишнего, вот, поэтому заблочили. Рекомендую в личку никому не писать, иначе вас тоже заблочат. Поэтому вот Инстаграм у меня свеженький, вот. Я не великий блогер, ничего не накручиваю, как пишу, так и пишу. И поэтому у меня тут немного людей, но, тем не менее, повторяю, трафик настолько большой идет, что я просто не успеваю отвечать людям. Я думаю, что если вы мне иногда пишете по каким-то рабочим вопросам, я думаю, что вы знаете, что до меня дописаться просто невозможно. И менеджеры мои тоже отвечают там, ну, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но тоже отвечают достаточно неоперативно, потому что, ну, реально их заваливает тоже куча вопросов, в том числе с Инстаграма, с Ютуба, с Инстаграма и так далее. Ютуб мы разберем в другой раз. Смотрите, вот здесь вот первое, что нужно сделать, нужно написать шапку профиля. Вот здесь называется шапка профиля, это уникальное торговое предложение ваше. То есть очень важно придумать про вас что-то такое, чтобы это людей зацепило, заинтересовало. Второе, что очень важно, нужно сделать топ-линк. Видите, вот топ-линк, вот, можете зайти потом ко мне на Инстаграм и провалиться в этот топ-линк и почитайте, что там написано тоже. Там будут ссылки на ваши мессенджеры, на ваши социальные сети и так далее. Следующее, что очень важно, смотрите, важно каждый день выкладывать контент. У меня в силу занятости не всегда хватает времени каждый день выкладывать контент, но я стараюсь почти каждый день выкладывать контент без выходных. Очень сильно стремлюсь к этому. Вы менее заняты, вам необходимо каждый день выкладывать. И вот смотрите, например, берем любую там, не знаю, фотку, там, видео. Так, ну вот возьмем фотку, например, возьмем фотку вот эту вот. Вот смотрите, вот сразу же в первом комменте стоят хэштеги, видите? Вот эти хэштеги можете прямо у меня скопировать и прям такие же хэштеги сделать. Вы их сразу, эти хэштеги, приготовьте в записке в телефоне. Их не нужно писать постоянно вручную, просто один раз написали, ну вот как бы в записке, да, и пусть они в записках у вас лежат, понимаете, да, смысл? И тогда у вас, соответственно, эти хэштеги будут сразу. Как только вы выставили публикацию, сразу тут же эти хэштеги выложили в первом комменте. И вот, соответственно, по хэштегам люди вас тоже будут находить. Кто вот финика интересуется, кто вот интересуется там, не знаю, там биткоином, кто интересуется Омега Про, такой проект есть, там, кто интересуется Антарес трейдом, кто интересуется криптофьючи, кто интересуется Гербалайфом, они вас будут находить, понимаете? Вот, по данным хэштегам. Это целевая аудитория. То есть хэштеги не надо писать там Батуми там, или там Москва, там, это не надо писать. Надо писать именно вот целевые хэштеги, вот как вы здесь их видите. Потом очень важно просить людей, чтобы они ставили лайки. Смотрите, видите, написано вот, и вот я пишу там, что там в Торексе, например, да, и я пишу, ставь лайк, и обсудим это. Вот, и я призываю людей ставить лайки. И когда люди ставят лайки, моя публикация лучше продвигается среди подобного контента, понимаете? Потом я пишу в конце там еще, ставьте комменты, например, там. Так, здесь написано. Но если вот здесь вот не призывал, как бы, да, в основном я всегда призываю там, ставьте комменты, как бы, да, там, пишите комменты, люди пишут комменты. Чем больше комментов написали, особенно в первые 30 минут, тем больше будет выхлоп у вашей публикации. Вот так это все работает. Поэтому, друзья, сейчас мы будем близиться к завершению. Сейчас готовьте вопросы свои. Я открою чат, и потом вы напишите вопросы, чтобы я на ваши вопросы ответил. Минут 5 еще поотвечаем на вопросы по теме сегодняшнего эфира, и потом уже будем закругляться. Так, сейчас 2 секунды. Что я еще последнее вам покажу, 2 секунды. У нас там последний слайд очень важный остался. Тоже очень важный слайд. Сейчас мы его поставим вам. 2 секундочки. Так. Сейчас открою слайд. Вот смотрите, сейчас слайд появится у вас. Вот смотрите, сегодня, друзья, вы узнали именно, вот если особенно вы новичок, вы узнали классную информацию, как из своего Инстаграма сделать денежную машину. Вот мне Инстаграм реально приносит кучу денег, потому что с Инстаграма приходит очень много людей, которые покупают инвестиционные пакеты для себя, они богатеют, говорят мне спасибо за то, что я их привел в этот проект, да, а я получаю реферальные от компании, от людей получаю спасибо, благодарности, потому что люди покупают у меня там машины, квартиры, там денег кучу зарабатывают. Ну, чтобы вы понимали, смотрите, чтобы вы понимали, у меня есть один мой партнер, он мне очень благодарен, он зарабатывает каждую неделю как минимум по 100, по 150 тысяч долларов. Вот каждую неделю, представляете, вот прошла одна неделя, 100-150 тысяч долларов он зарабатывает. Прошла еще одна неделя, он зарабатывает 100-150 тысяч долларов, понимаете, каждую неделю. Вот есть один партнер у меня такой. Он мне реально очень благодарен, потому что каждую неделю получает как минимум 100 тысяч долларов. В месяц это как минимум мне получается 400 тысяч долларов в месяц, понимаете. Он, естественно, мне благодарен очень сильно. И компания мне за то, что он работает, мой партнер этот, да,
компания платит бешеные реферальные. Я тоже зарабатываю, в том числе, вот, в частности, и с него. И в итоге мне набегает там $1 миллион в месяц, да, вот каждый месяц. И вот смотрите, вот то, что вы сегодня узнали, это реально бомба. Я рекомендую к этой информации отнестись, ну, как бы очень внимательно. Рекомендую данную информацию, естественно, использовать каждый божий день в своей практике и тоже добиваться больших успехов. Но вот все, что я перечислил, друзья, это очень легко делать, да, вот все, что я здесь показал, это очень легко делать, а еще проще ни хрена не делать и жаловаться на жизнь, жаловаться на президента, жаловаться не на ту страну, в которой вы не в той стране родились, там, не в то время вы родились, там, не в той стране, там, президент у вас не тот, премьер-министр не тот, там, все вокруг злые, все вокруг агрессивные, и гречка еще дорожает, еще и бензин дорожает, да, и дороги плохие там. Вот жалость, если вы не будете это использовать, вы будете вот всю жизнь жаловаться на жизнь, понимаете? А я вам рекомендую на жизнь не жаловаться, я вам рекомендую вот использовать информацию, которую вы сегодня получили, и делать с этого деньги. Вот я ни на кого не жалуюсь, я просто балдею, гоняю по всему миру, мне не важно там барановирус, не барановирус, просто балдею каждый день и делаю деньги. И вот, в частности, Инстаграм, повторяю, да, мне приносит очень много денег. Вот большинство трафика, я, конечно, сильно не оценивал, что мне приносит больше трафика, там, Инстаграм или YouTube, я это не оценивал, потому что я вам сказал, я не перфекционист, я делаю все тяп-ляп, вообще ничего не оцениваю, живу налегке и не парюсь. Но Инстаграм, конечно, приносит мне очень большую долю трафика, именно Инстаграм. Вот кратко так, поэтому смотрите, друзья, я сейчас открываю чат, пишите вопросы, которые у вас есть именно по теме сегодняшнего эфира. Я еще минут 5 отвечу на ваши вопросы, и потом, соответственно, мы уже будем закругляться. Потому что сегодня я планировал уложиться в 40 минут, но уже мы переборщили с трафиком, с графиком вот, временным. Поэтому пишите в чате, я сейчас в чат открыл. Вот. Сейчас я также еще посмотрю на YouTube, может, вы на YouTube пишете, я пока смотрю только Zoom, посмотрю сейчас на YouTube. Вот. Сейчас на втором компьютере посмотрю. Так, вот Дима спрашивает, а если нет отелей для фоток, тачек и нет ничего? Ну, смотрите, Дима, если вы живете в деревне, я вам очень завидую. Я вот тоже вот здесь в Батуми живу в деревне. Вот, реально живу в деревне. У нас здесь около Батуми деревня реально, да. И здесь у меня вот тоже особо ничего нет. У меня здесь есть лес, море там. Ну, ничего такого прикольного особо нету. Но смотрите, Дима, около меня находится буквально вот, наверное, в 20 минутах ходьбы от меня находится очень крутой отель 7 звезд. Вот прям реально находится 7 звезд отель. Просто обалденно. Я недавно вам показывал, недавно сторис показывал, просто отель реально 7 звезд. Я просто пошел туда, там вход стоит $50, заплатил $50. Целый день я могу там находиться, там массажи, там сауна, аквапарк, горки, там все есть, там море. Вот, я там нафоткался, наснимал кучу видео, и в итоге это видео уже мне дало кучу денег, понимаете? Поэтому, если у вас нет рядом там, соответственно, отелей, нету ничего, просто садитесь в самолет, в паровоз, в автомобиль, едете в соседний город, арендуйте самые лучшие отели, там, пентхаусы, и делайте фотки там, видео и так далее. Нет в этом проблем никаких. А еще лучше сгоняйте в Дубай. Сейчас, например, в Дубае не сезон, там везде скидки, потому что сейчас там не сезон, там сейчас жара очень дикая, там не сезон. В Дубай сгоняйте, и там вам вот столько фоток будет. Наймите фотографа и наделайте кучу фоток в Дубае, например, там, или в Сочи на крайний случай, в Крыму там и так далее. Смотря где, в какой стране вы живете. Так, читаю пока YouTube пока читаю. А если Инстаграм совершенно по другой теме, как переделать? Смотрите, Юль, не надо переделать. В смысле, вы предыдущий контент не удаляйте, предыдущий контент. Вы просто поверх того контента начинаете новый контент запиливать, измените шапку профиля, измените топлинк. В топлинке уникальное торговое предложение свое, да. Новую шапку профиля пропишите и новый контент шлепайте поверх старого. Вот, и все, никаких проблем нету. То есть старый контент не удаляйте, старые фотки, видео не удаляйте. С какой книги Зеланда начать? Смотрите, я книги вообще Зеланда не читал сам лично, я его смотрю в YouTube. Заходите в YouTube, забивайте Вадим Зеланд, там куча роликов выходит. Какой вам зацепился ролик глазами, тот открывайте и смотрите. Там они по 15 минут идут, по 15 минут. И я все подряд ролики смотрю просто, и все. Я сам контент, ну, как бы книги не читаю, я читаю просто, ну, смотрю YouTube просто за завтраком, за обедом, за ужином, условно говоря, и все. Так, тогда, Дмитрий, просто можно прикопать себя. Так, сейчас. Что еще пишут? Так. Дима говорит, что у него такая специфика работы. Ну, не знаю, как бы, ну, всегда, короче, есть возможность что-то улучшить. Кстати, смотрите, друзья, вот Дима сказал специфика работы. Смотрите, друзья, я уверен, что сейчас нас слушают люди, которые там занимают там какие-то государственные должности там, или там вы там какие-то силовики, например, да, и вам нельзя по роду вашей деятельности много фоток делать, да, я понимаю это в таком смысле. В этом плане нет проблем. Вы там можете нанять, ну, не то что нанять, подписать молодежь. Вот подпишите таких сумасшедших, как я, 10 человек в первую линию, 10 человек. И скажите, вот смотрите, вот этот тренинг Рустама, запись, кстати, будет, я вам запись этого выдам.
Вот есть запись Рустама, он там проводит тренинг, как делать Инстаграм. На вот запись, посмотри и делай вот так вот. И все. Вы сами можете не фоткаться, там, не снимать видео. Вот пишите 10 чуваков, таких как я, в первую линию. И эти 10 чуваков вам все сделают, понимаете? Вот. Можете вот так сами не делать, можете писать 10 чуваков и научить их Инстаграму. Вот с моего тренинга там или с другого тренинга какого-нибудь. Как топлинк делать? Смотрите, Дима, просто откройте мой топлинк и сделайте как у меня. Ну, примерно. Откройте в моем инстаграме мой топлинк и сделайте примерно как у меня. Так, 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 так. Все. Вот Сергей говорит, я на своем сайте делал топлинк. Да, можно так, Сергей, нет проблем. Я просто сайты не умею делать, поэтому сделал топлинк. Топлинк это для чайников таких, как я. Я не умею сайты делать, поэтому я сам сделал топлинк, просто там он легко делается. Кстати, топлинк стоит в квартал где-то 700 рублей или 900 рублей в квартал стоит. Там нужно заплатить деньги, то есть он не бесплатный, он стоит там примерно где-то 700 или 900 рублей за квартал. Поэтому нужно будет там оплатить, но это гроши. Вы все зарабатываете кучу денег в инвестиционных компаниях, поэтому для вас это не проблема оплатить топлинк. Так, 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 так. Читаю теперь Zoom читаю теперь. Так. Фотосессия делать в костюме или простой одежде? Смотрите, Григорий, лучшие в одежде, лучше делать и в одежде, в простой, и в костюме. Лучше и то сделайте. Пусть у вас будет разнообразие и то, и то. Я просто вот сам бы сделал тоже бы в костюме, да, но так как я езжу, я дома просто, как вы понимаете, я дома не живу в России, да, у меня просто со мной один чемодан. Я костюм поэтому не вожу с собой, вот, я поэтому в простой одежде всегда делаю все. Но если я был бы дома, жил бы дома, да, я бы тогда, конечно, и сделал бы и в костюме, там, и в галстуке, и в рубашечке, все бы сделал. Но так как я живу за рубежом все время, не дома с чемоданом, я поэтому, такой одежды не имею. Вот. Кстати, вот Григорий Цой, он похож на Роберта Кийосаки, вот, прям копия Роберта Кийосаки. Вот, у тебя, тебе, Григорий, надо писать, короче, какие-то там вещи там про финансовую грамотность, там про недвижимость. Ну, как пишет Кийосаки, тебе надо про такие вещи писать, у тебя будет просто вообще бомбовый контент. Все будут думать, нифига себе, Кийосаки пишет. Вот, ну, реально, это вот похоже на Кийосаки. Так. Может, посоветуйте, как купить Инстаграм с людьми. Смотрите, Альфия, купить Инстаграм с людьми с готовыми тоже можно. Но вопрос в другом, опять-таки, да, если вы купите этот Инстаграм и будете делать плохой контент, то люди все разбегутся, понимаете? То есть важно купить Инстаграм, это можно сделать, но нужно сделать классный контент, чтобы люди читали вас, чтобы люди потом с этого аккаунта не убежали. Это очень важно. В каком отеле я буду в Дубае? Я точно не знаю, но, скорее всего, это будет отель Хилтон. Вот где Ла Перл находится, отель Хилтон называется там, да, вот я, скорее всего, в этом отеле буду, что далеко не ездить, там еще жара такая вот в Дубае, поэтому я буду, скорее всего, прям в Хилтоне, который вот именно, где вот этот театр Ла Перла есть, там и буду в Хилтоне, в общем. Кажется, как он называется? Хилтон. Я забыл, как он называется, но, короче, там Хилтон какой-то. Так, так, так. Да, в Батуми хорошо, друзья. Рекомендую Батуми вам. Как обойти блоки в плане перфекционизма и самокритики? Ну вот здесь я рекомендую вот вам как раз использовать Вадима Зеланда. Если Вадима Зеланда будете слушать, у вас все это уйдет. То есть надо слушать Вадима Зеланда, а Вадим Зеланд вам порекомендует быть просто балбесом. Ну, быть балбесом в позитивном смысле слова, не заморачиваться, легко жить, и вы так вот и будете жить, и у вас все будет окей. Так, будьте собой. Ну, можно и быть собой, я не знаю, то есть лучше и то, и то. Лучше чередовать и простую жизнь, так сказать, и красивые тачки, и красивые отели, и красивые дома. Надо чередовать и то, и то. Не быть фанатом чего-то одного, нужно и то чередовать, тогда будет нормально. Золотая середина должна быть везде. Так, 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 смотрим дальше. Так, Григорий Михайлович. Я не знаю, это тот Григорий Михайлович или не тот. Это Григорий Михайлович, который из Челябинска или нет? Вот. Надо понять, какой это Григорий Михайлович. Это из Челябинска Григорий Михайлович или нет? Так. Вот рекомендует Вадима Зеланда здесь уже первую ступень. Вот здесь вот Александр Македонский делает крутые топлинки. Да, напиши, Александр, свои данные. Вот Александр Македонский делает крутые топлинки. Напиши свои данные. Вот. Вам Александр Македонский, с ним поторгуйтесь, он вам за хорошую цену сделает хорошие топлинки. Так. Задавался просто новый Инстаграм. Так, 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 так. Так, вот Габит Муса будет в Maven Peak. Maven Peak это который на GBR, да? Вот, на GBR там хороший Maven Peak. Вот.
Не знаю, может, если на GBR буду, может, тогда в Rixos буду. Там рядом с моим пиком, там есть Rixos, может, там буду. Ну, посмотрим. Так, Вадим Зеланд. Так, да. Вадим Зеланд, читайте, это очень важно сейчас. Так, что у нас? Сейчас посмотрю еще YouTube и заканчиваем. Так. У меня от традиционного бизнеса я не стал заморачиваться и прямо на нем сделал. Да, вот Сергей молодец, да, Сергей молодец. Просто не стал ничего переделать, просто поверх своего старого Инстаграма наложил новый Инстаграм по инвестициям, по ходу, да, и про сетевой маркетинг, и все окей. Так, вот Дима спрашивает, как объяснить людям, что такие проекты, вот наши инвестиционные, высокодоходные, почему, ну, что люди их боятся, да? Смотрите, Дима, ничего никому объяснять не надо, просто делайте свою работу каждый божий день. Найдутся люди, которые будут такие же авантюристы, как вот мы с тобой, да, то есть вот и ты, и я, мы авантюристы, в позитивном смысле этого слова, найдутся такие люди. А кто не понимает наших проектов, нет проблем, пусть на завод ходят, они еще на заводе карму не отработали. Они на завод еще походят года два, карму отработают, года через два придут, тебе скажут, блин, Дима, я смотрю, ты уже на Мерседесе, ты уже, короче, там уже коттедж себе купил, ты уже там из-за бугра не вылазишь, короче, из-за бугор постоянно ездишь. Жаль, что я тебя там года два назад не послушал, понимаешь? Они потом года через два придут. Ты просто делай свое дело и не обращай на их внимания. Пусть они пока карму на заводе отработают, на госслужбе там, еще где-нибудь карму отрабатывают, потом придут года через два. Никаких проблем в этом нету. Так, ну вроде бы все, вроде бы я все, соответственно, вот как бы ответил на всем, да. Вот смотрите, вот Александр Македонский вам в зуме написал свой контакт, друзья, сделайте скриншот быстренько, да, пока я комнату не закрыл, сделайте скриншот, и вам Александр Македонский сделает классный топлинк, что у вас был классный топлинк, а вот топлинк, он будет на вас работать, он будет увеличить конверсию. Чем лучше у вас будет топлинк, ну, у меня вот, кто не знает, только топлинк, посмотрите у меня в шапке профиля топлинк, да, чем лучше ваш топлинк, тем лучше он увеличивает конверсию, и тем больше люди будут заинтересоваться вашим предложением, вашими компаниями и так далее. Так, вот Григорий Михайлович, да, привет, Григорий Михайлович, сколько лет, сколько зим, рад тебя видеть. Так, отлично. Нет, розыгрыш сегодня я не обещал, вот, розыгрыш я сегодня не обещал, на следующей неделе, может, сделаю розыгрыш, на следующей неделе будем проводить эфир по YouTube, вот, на следующей неделе будем проводить эфир по YouTube, я заранее все объявлю тоже, и там сделаем, возможно, розыгрыш еще призов. Сегодня розыгрыша не будет. Так, отлично. Ну что ж, друзья, все, на этом заканчиваем. Спасибо за внимание, вы были классной аудиторией. Мне очень понравилось с вами сегодня быть. Я думаю, что вам была полезная информация. Надеюсь, что вы сегодня воспримете эту информацию и будете просто качать Инстаграм, помогать людям с помощью своего Инстаграма. Людям будут спасибо говорить, люди будут покупать там машины, квартиры, зарабатывать кучу денег. Как вот у меня вот один лидер, если он зарабатывает каждую неделю как минимум 100 тысяч долларов, каждую неделю по 100 тысяч долларов, да, и, соответственно, вам компания будет платить большую рефералку, в том числе от работы вашего Инстаграма. Все, всем пока, всем счастливо, начинайте действовать, забудьте про сон, про еду, забудьте про теплицы, забудьте про рыбалку, начинайте действовать, потому что очень важно, чтобы вы каждый день делали бизнес, каждый божий день без выходных. Я вот уже, знаете, я 20 лет уже делаю бизнес, и за 20 лет я ни одного дня не отдыхал. И в это сложно поверить, но я вот за 20 лет ни одного дня не отдыхал. Каждый день там в телефоне, каждый день кому-то звоню, что-то там рассказываю, с таксистом еду, таксисту на уши подсаживаюсь, понимаете? Короче, я за 20 лет ни одного дня не отдыхал, поэтому и делаю $1 000 000 в месяц. И если вы будете так же делать, то у вас тоже будут большие успехи, поэтому забудьте про сон, про еду, про отдых и начинайте действовать. Все, всем пока, всем счастливо, до следующих встреч.